пойти работать или учиться. И у каждого у нас на этот счет свои планы, мотивы и цели. Именно об этом мы покажем в своей зарисовке. Здравствуйте, Дарья Сергеевна, вызывали? Да, Радлена. К сожалению, вы больше не можете работать в нашей компании. Как? Ну почему? Дело в том, что у вас нет высшего образования. Какое высшее образование? Мне сразу деньги нужны. Я уже кольцо девушке купил, кредит оформил. Извините, я вам ничем не могу помочь. Уходите. Что же теперь делать? Алло, привет, дорогая. Может, встретимся сегодня? Да, давай. Хорошо, в нашем кафе? Да, давай через час. Буду ждать.
задерживается. Спасибо. Что-нибудь еще? Нет, благодарю. Как всегда, приходится ждать. О, наконец-то, привет. Как твои дела? Садись, у меня для тебя есть новости. Есть хорошая и плохая новость. Какой начать? Ну, меня тут с работы уволили, говорят, у меня нет высшего образования. Наверное, перейдем к хорошей. Давай все-таки я начну. Мы не можем быть вместе, понимаешь, мне нужен успешный мужчина, а у тебя даже нет высшего образования. Извини. Женя, подожди! Ничего не хочу слышать, ты даже за обед не сможешь заплатить. Заплати! Что делать? Как быть? Сначала с работы уволили, теперь еще и девушку бросила. Наверное, действительно пора что-то менять. Он тебе по крови вовсе не родной, но всегда и всюду вместе он с тобой. Если станет грустно или сразит недуг, шуткою поможет и поддержит друг. Ты ему откроешь свой секрет без страха, верность и доверие не потерпят краха. Без него на свете словно как без рук. Ты ценишь, что рядом есть надежный друг. Привет, друг. Ты что раскиш? Что случилось? Привет, парни. Вы знаете, какая ситуация? Меня Женя бросила. Сказала, что мне нужно что-то менять. Да еще и с работы уволили из этой вышки. Ума не приложу. Что теперь делать? А что это там прячешь? Это. Да вот предложение хотел Жене сделать, и она взяла и убежала. Знаешь, вот дружба дружбой, но тебе стоит обратиться к специалисту. Он поможет разрешить все проблемы. К какому специалисту? Психологу, что ли? Да, психолог тебя выслушает, укажет на пути решения твоих проблем. Возможно, это мысль. Спасибо, ребята, за совет. Конечно, удачи. А может быть, не идти к психологу, а стать психологом? Заодно и получу высшее образование. Ну что ж, решено. Только какой же вуз выбрать? О, пожалуй, это то, что мне нужно. Ну что ж, идем в наш клуб. Сидел в раздумье долгое время, в смысле никуда же поступить. Сидел, скитался все от вуза к вузу, но так не смог свой выбор совершить. Наткнулся на афишу я, приметил. Открытых дверей день в башку. А с чем же черт не шутит? Возьму, пожалуй, и скажу. Шел туда, признаюсь, я со скептицизмом. Думал, не зацепят и домой уйду. Но распахнулись величаво двери, и тут я понял, здесь я знания найду.
Ты что здесь стоишь? Все уже началось, идем быстрее! А вот и наш спорткомплекс. Вау. У нас здесь очень много спортивных секций. А вот и наши девчонки покажут мастер-класс. Какие красавицы. Ну как тебе наши девочки? Да просто супер. Ну хорошо, ты осматривайся, а я побежал. Хорошо. О, Адмирка. О, привет. Ничего себе, сколько сейчас денег. Стипендия. Ничего себе. Да, ты, по-моему, самое время. А тут очень вкусно готовят. Советую. О, здорово, ты что тут делаешь? Да вот в общежитие заселились. Пошли быстрее, у нас дискотека там. Да? Пошли. Класс.
думали, что наша жизнь станет лучше после того, как мы завершим какие-то дела, когда мы получим высшее образование, когда начнем хорошо зарабатывать. Но истина в том, дорогие зрители, что нет лучшего времени, чтобы быть счастливым, чем сейчас. Живите здесь и сейчас, радуйтесь каждой минуте своей уникальной жизни. И помните, что лучшие годы суть счастливые годы.